61-летняя женщина в Якутске под старость лет одна осталась с 3 малолетними внуками. Бабушкиной пенсии едва хватает на пропитание, а старый дом с печным отоплением они на днях уже должны освободить. Куда только не обращалась эта женщина за помощью, все безрезультатно. Репортаж нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Татьяна Кутарева – многодетная мама 6 детей и 15 внуков. Но жизнь сложилась так, что сегодня ей одной приходится тянуть своих 3 внучат. В преддверии наступления Нового года принято верить в чудеса. Но не в случае Татьяны Петровны, которая уже перестала надеяться на какое-либо чудо. Я обращалась и в мэрию, и в ДЖО. Ответ какой? Никакого. Нету, не можем. Может быть, кто-нибудь откликнется и поможет мне. Уже сил нету. Сына Татьяны Петровны посадили в 2016-м, а мать детей, наверное, устав от тяжелой жизни, ушла в неизвестном направлении, оставив малолетних детей на свекровь. Чтобы хоть как-то их содержать, Татьяне Петровне пришлось лишить ее родительских прав и оформить опекунство над внуками. Я вызвала ПДН, и, приехала опека, и все, и вот я их взяла в опеку. А девочка у меня давно уже на опеке. Вот как сына посадили первый раз его. Это был, ей было сколько? Лет 7, наверное, да? 6-7 лет было. Вот. Сейчас он 2-й раз сел. Надолго? До 25-го года. Старшая внучка и бабушкина тезка Татьяна – самая главная помощница в доме. Уход за младшими, стирка, готовка и уборка – все на ней. После школы 13-летняя Таня бежит домой, чтобы помочь бабушке. Потому что бабушка ходить не может, я обычно там пылесошу и посуду мою. Супруг Татьяны Петровны – главный кормилец семьи. Он вынужден работать грузчиком за 400 рублей в день. Эти деньги уходят на ежедневные расходы семьи. Ой, я получаю 13 тысяч пенсии. Но муж получает, он работает, если у них там есть. Им платят сразу на руки каждый день. А муж не пенсионер? Нет. Дом, в котором они жили до этого, сгорел в 2016 году. Да и тот ей не принадлежал. С тех пор начались скитания. Этим летом друг семьи одолжил свое жилье. Денег брать не стал, но попросил сделать хоть какой-то ремонт. Тут что творилось, тут вообще печки не было, вся разгромленная была. Здесь вот этих ни стен, ничего здесь не было. Тут такое творилось вообще. В принципе, мы что могли, сделали. На днях должен вернуться хозяин дома, а это значит, что бабушке придется в срочном порядке искать жилье. Куда идти пожилому человеку с 3 несовершеннолетними внуками, непонятно. Сегодня единственная мечта Татьяны Петровны, чтобы ее малыши могли жить в человеческих условиях. Будем надеяться, что ее кто-то услышит, ведь в преддверии Нового года мечтам, как правило, суждено сбываться. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.